Вот вы говорите, с оружием в руках, а вас вот не смущает все-таки, что посылается-то, и раньше посылалось, ну, пушечное мясо 18-летней мальчишки в Чечню? Я родился в 1959 году в селе Гойчу. Там детство, вся моя жизнь связана. Там мой отчий дом, дом матери, отца, братьев, сестер. Там это моя такая родина. Да, родина ваша. Малая. Вот в этом селе в 2000 году проживало около 6 тысяч человек. Это большое село, Да, даже по европейским меркам. Да, Так вот, это село в марте 2000 года было окружено российскими войсками. На месте, где проживало около 6 тысяч человек, сегодня не стоит ни один дом. Разровнены кладбища. Убиты все мои родные и близкие. Моя мать, вдова ветерана войны, который мне 6 лет было, когда умер мой отец, такую большую семью вырастила, больная, ей 89 лет, она умерла в прошлом году, не имела права быть похороненной рядом с своим мужем из-за того, что я ее сын, я разделяю идею чеченской независимости. Ее пришлось тайно похоронить. Она умерла в Ингушетии. Так вот, эти люди, это пушечное мясо держало на снегу мою постельно больную мать 10 людей, 10 дней. Это пушечное мясо ежедневно подходило, ежесекундно, через час подходило, и между собой, плюясь на нее, еще приговаривала, пристрелить ее или нет. Понимаете? А вы откуда знаете? Ну вот вы были Я рядом. сам там был. Я знаю то, что я видел своими глазами. Вы знаете, я вам еще скажу. У меня нету мифов. У меня все естественно, то, что я видел. Понимаете? И потом эти танки разравнивали могилы. После этого российские войска, не пуская туда на пепелище жителей, когда там валялись до 2000 трупов людей, эти люди еще неделю до месяца вывозили из села останки чеченских домов, всяких разграбленных имуществ и так далее. Колонны российских солдат вывозила это и продавала в соседних селах за бутылку водки и так далее, и так далее. Так что, вы знаете, вы не знаете пределы обличия этого пушечного мяса. Понимаете? Это просто садисты и убийцы со всей России, которых сгоняют на убийство чеченского народа. И я не воин, я поэт. Я слишком люблю красоту. И вот моя любовь к красоте заставляет меня быть против этого страшного уродства, которое несет Путин и остальные. Не, я хочу остановить эту войну. Я хочу остановить безумие и бойню в Чечне. И я буду делать все, чтобы остановить эту войну. Все.